Близится и чемпионат мира по футболу, и вся страна ждет зрелищных матчей. Внимание Северной Осетии к этому событию особенное и по понятным причинам. О том, что значит для нашей страны этот турнир, нам расскажет Генрета Албегова. Генрета, здравствуй, внимательно слушай. Уже через неделю стартует главный футбольный турнир планеты – чемпионат мира. Он пройдет в 11 городах страны. Все 11 стадионов и соответствующая инфраструктура на 100% готовы. За звание лучшей команды поборются сборные 32 стран. Некоторые уже приехали в Россию и готовятся к чемпионату. Наша республика с особым интересом будет наблюдать за Мундиалем. Главный тренер команды «Наш земляк» Станислав Черчесов. Кроме того, осетинскую школу футбола представляют сразу два игрока – голкипер Владимир Габулов и полузащитник Алан Загоев. Болельщики уже готовы к наплыву эмоций и зашкаливающему адреналину. Направляемся мы в город Самару, где поддержим сборную России в матче с Уругваем. Не передай словами то, что ты ощущаешь на трибунах во время такого мероприятия. Вот, это и заряд такой адреналина нереальный, это ощущение того, что ты едешь поддержать наших земляков. Небывалый праздник футбола в ближайший месяц в нашей стране гарантирован. А вот что останется после? Как воспитать поколение футболистов мирового уровня, которые составят конкуренцию знаменитым игрокам? Сам чемпионат уже мотивация, уверены тренеры, но нужно будет менять подход к подготовке. И начать нужно в первую очередь с регионов. Может перейти в иной формат, клубный формат. И, наверное, вот в Москве, я так понимаю, в этом формате играют, ну там все возраста. А у наши дети играть начинают, по-моему, с 13 лет. 13, 14, 15, 16 лет, 4 возрастные категории имеют очень мало игровой практики. Да? Это если какие-то матчи договорятся. Поэтому, мне кажется, на уровне республики это нужно организовать, и тогда будет главная команда города любого, Беслана, Ардона, Алагира там. И заинтересованность, это болельщик потянется в этих местах. И дети будут все на виду, и создавая сборную республики, мы будем хорошо и, в общем-то, играть на всех российских соревнованиях и по-настоящему представлять сильной командой Осетию. Чтобы поддержать футбол внутри регионов, нужны средства. В России более 100 профессиональных клубов, и практически 90% из них финансируются из регионального бюджета. Этого явно недостаточно, уверены специалисты, и предлагают перекроить всю систему, по которой живет российский футбол. Нам нужно сократить количество профессиональных клубов в половину, а финансировать должны быть исключительно за счет частных инвесторов или государственно-частного партнерства. То есть мы должны перейти на профессиональные рельсы, профессионального спорта. Вот что необходимо. У нас выстроена прекрасная спортивная инфраструктура, великолепная, потому что аналогов сегодня в мировом футболе нету. И, конечно, мы сегодня можем и в качестве прибавить. Эксперты ждут после чемпионата мира большого прорыва. Совершенно точно одно – наследие чемпионата мира необходимо использовать. Возможно, именно в этих базах и на этих стадионах сформируются новые звезды российского футбола, которые смогут конкурировать с мировыми. Вот такой взгляд на грандиозный праздник спорта, Алексей. Генрета, спасибо. Мы тем временем будем ждать чемпионата и верить в нашу сборную.